поговорим? О чем? О всяком и о прочем, о том, что хорошо и хорошо не очень. Чего-то знаю я, а что-то вам известно. Поговорим? Поговорим, нам будет интересно. Здравствуйте, мои хорошие ребята! Сегодня у нас первый урок в 4 четверти. Думаю, что вы готовы вновь учиться. Кто забыл, как меня зовут? Напоминаю, Полина Николаевна. Сегодня, ребята, вам потребуется пластилин красного цвета и белого цвета. Отправимся в гости в сказку. А чтобы туда попасть, нам нужно сказать волшебные слова. Вы готовы? Влево, вправо, повернись и в сказке очутись. Интересно, в какую же сказку, ребята, мы попали? Чтобы это нам узнать, ты загадку попробуй отгадать. Слушайте, ребята. От бабушки грязнули, все вещи улизнули. Остались у старушки лишь жабы да лягушки. Звала стаканы, блюдца, помоет, коль вернутся. Кто же это, ребята? Ой, вы, наверное, догадались. Это плачет от досады и стыда бабушка Федора. А почему же она плачет? Правильно, мои хорошие, потому что от нее убежала вся посуда. А как вы думаете, почему посуда убежала? И ответила посуда: было нам у бабы худо, не любила нас она, била нас она, запылила, закоптила, загубила нас она. Ребята, вы догадались? Давайте поможем Федоре, расскажем ей о посуде и поможем ее вернуть. Давайте Федору отведем туда, где много разной посуды. А как вы думаете, куда это мы с вами направимся? Где это? Конечно же, правильно, в магазин. Итак, мы с вами пришли в отдел, где продается посуда. Перечислите, какая посуда стоит на верхней полке. Чайник, чашки, блюдца и сахарница. Верно, вы большие молодцы. Эта посуда нужна для того, чтобы пить чай. Ее называют, ребята, чайная посуда. Повторите, пожалуйста, название. Молодцы! Чайная посуда. А теперь, мои хорошие, перечислите название посуды, которая стоит на второй полке. Отлично! Тарелки, супница, соусник, солонка. Правильно, молодцы! Этой посудой пользуются за столом во время обеда. И ее называют столовой посудой. Повторите, пожалуйста, как называется она? Столовая посуда. Правильно, вы запомнили, отлично. И теперь продолжаем дальше. И, наконец, назовите посуду, которая стоит на самой нижней полке. Увидели? Кастрюля, сковорода, ковш, друшлаг. Правильно, молодцы! Эта посуда нужна на кухне. В ней готовят пищу. Ее называют кухонная посуда. Повторите это название. Молодцы! Отлично! Вы справились! Давайте обратим внимание на материал, из которых сделана вся посуда. Чайная и столовая сделана из фарфора.
как ее называют? Фарфоровая. А кухонная посуда сделана из металла. Догадались, как ее называют? Металлическая. Молодцы, ребята! Ну что, мои хорошие, пришло время отдохнуть. Вставайте скорей и повторяйте за мной. Вот большой стеклянный чайник, очень важный, как начальник. Вот фарфоровые чашки, очень хрупкие бедняжки. Вот фарфоровые блюдца, только стукни, разобьются. Вот серебряные ложки, голова на тонкой ножке. Вот пластмассовый поднос, он посуду нам принес. Молодцы, ребята! А теперь давайте с вами немножечко поиграем. Из чего сделана посуда? Я задаю вам вопрос, а вы мне отвечаете. Итак, ложка из дерева. Как по-другому мы назовем? Конечно же, деревянная. Чашка из фарфора. Как мы скажем? Фарфоровая чашка. Ваза из хрусталя. Какая это ваза, ребята? Хрустальная. Терка из металла. Как мы скажем по-другому? Металлическая. Стакан из стекла. Молодцы, конечно же, стеклянный. Здорово! Теперь Федора знает, что из чего сделано. Молодцы, вы так старались! Люди изготавливают различные предметы посуды для различных продуктов и блюд. Для каждого продукта, ребята, есть своя посуда. Давайте расскажем бабушке Федоре, какая посуда для чего используется. Для хлеба мы используем хлебницу. Для сахара у нас сахарница. Для супа у нас супница. Для конфет маленьких ребятишек у нас конфетница. Для салата, ребята, мы используем салатник. А для чая, ребята, у нас чайник. А как вы думаете, для молока? Конечно же, молочник. Ребята, мы не рассказали Федоре, как нужно заботиться о посуде. Что же нужно делать Федоре, чтобы посуда к ней вернулась и стало все на свои места? Конечно, мои дорогие, посуду нужно мыть, чистить, вытирать, убирать и на место аккуратно ставить. И обращаться с ней нужно очень аккуратно, чтобы вся посуда у нас не разбилась в доме. Давайте немножечко разомнем наши пальчики. Вы готовы? Ребята, помогите, пожалуйста, Федоре вымыть посуду. Она совершенно не умеет этого делать. Мы посуду для Федоры вымоем без уговоров. Моем вилку, моем чашку, ложку, сковородку, поварешку. Моем блюдце и стакан. И закроем крепко кран. Молодцы! Вот и размяли наши пальчики. Отлично! Ну что, думаю, Федора очень вами довольна. Как вы вымыли посуду. Ребята, помогайте и дома мыть посуду своим родителям. Как вы думаете, Федора научилась правильно обращаться с посудой? Молодцы! Я тоже думаю, что да. А теперь, ребята, я предлагаю Федоре подарить, как называется?
посуда, где хранятся вкусные конфеты. Конфетница. Отлично, молодцы, мои хорошие. Вам потребуется пластилин красного цвета и пластилин белого цвета. У меня на столе уже готова одна конфетница. И я думаю, что вам нужно повторить то же самое, а я сделаю с вами. Вы готовы, мои хорошие? Берем пластилин красного цвета и хорошенечко его нужно будет размять. Он станет мягкий. Превращаем его в лепешку, в круглую, в ровную лепешку. На что похожа наша лепешка? Конечно же, на круг. Вот мы из этого пластилина должны, ребята, с вами сделать круг. Круглую, красивую, тоненькую. Итак, если у вас уже получилась тоненькая и красивая лепешечка, мы приступаем делать конфетницу. Аккуратно загибаем на себя края. Вот так. Обязательно делаем устойчивое дно, чтобы вы могли, ребята, поставить вашу конфетницу и угостить бабушку Федору. Или даже своего любимого песика. Или куколку. Конфетница у нас готова. Теперь, мои хорошие, нужно ее украсить. Берем пластилин белого цвета, скатываем маленькие шарики и украшаем нашу конфетницу. Вот так. Эти шарики нужно сплющить. Ну что, мои хорошие, у меня уже все получилось. А у вас получилось? Ребята, давайте вспомним, в какой сказке мы с вами сегодня побывали. Как нужно обращаться с посудой, чтобы она не обижалась? Выполняйте все задания. До новых встреч!